Добрый день, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Kubota GL19, кун, фреза. Сегодня у нас полный, так сказать, комплект. Погрузчик, естественно, на быстросъеме. Видим крючки, видим пальцы. Все это очень легко снимается. То же самое и здесь. Быстросъем. Все можно отцепить. Без лишних трудностей. Соответственно, также здесь по гидроцилиндрам все четко, без каких-либо замечаний, коррозии, повреждений. Поэтому здесь только хорошее, можно сказать, о тракторе. Передние шины, остаток, как и обычно, скажем, стандартная ситуация на тракторах с куном, на передних шинах маловато, потому что при работе погрузчиком, при постоянных разворотах, поворотах, каких-то маневрах, естественно, передняя шина с большой нагрузкой, повышенной нагрузкой благодаря рычагу и грузу, она трется очень быстрее, скажем так, чем при обычной эксплуатации. Грузоподъемность видим, 300 килограмм это минимум, значит заводская грузоподъемность как минимум 300 заложена, соответственно, на такой рычаг на высоту в районе 2 метров 20-30 сантиметров он поднимет 300 точно. Ну а в дальнейшем, естественно, может поднимать и больше, потому что трактору хватает сил, чтобы отжиматься, а здесь, чтобы отжаться, естественно, совсем не 300 килограмм поднять приходится. Тем не менее, мы рекомендуем не перенапрягать погрузчики, дабы подольше они служили и вообще, в принципе, никаких вопросов не вызывали. По функционалу данного трактора хочется пройтись, но сейчас обойдем по кругу, я все покажу сначала остальное, и затем уже непосредственно сядем в кабинку и все покажу, в импровизированную кабинку. По задним шинам остаток, я думаю, видно, есть небольшие растрескивания, здесь их нужно показать. Тем не менее, работать они будут еще долго и уверенно. Трехточечная, естественно, навеска с гидрорегулировками, с быстросъемом на фрезе. Все максимально удобно для своего пользователя. Фреза 1,40 м. Естественно, Kubota заводская. Ножи фактически новые. То есть здесь только-только красочка успела с них сойти. В остальном они в идеальном сохране. По правой стороне шина задняя по износу так же, как и на левой, но без лишних растрескиваний, то есть здесь гораздо меньше, видимо, просто левая сторона больше сохла каким-то образом. Теперь давайте все-таки будем непосредственно переходить к кабине, смотрим. Здесь у нас Manromatic наш пульт, который управляет автогоризонтом, в принципе, горизонтальными наклонами и всем остальным по подвесочке, по навеске. Блокировка заднего моста, естественно, как и у всех, как и везде. И уже перейдем через коробки и к пониженным повышенным передачам. Смотрите, вот здесь у нас, собственно, как обычно, на джельках рычаги пониженных повышенных передач. Основная коробка переключения передач, 4 передач вперед, 4 назад. Соответственно, здесь у нас получается 4 положения на повышенных, пониженных, 4, так 16 это вперед, и 16 можно включить, естественно, назад, благодаря нашему с вами реверсу. Получается в итоге 32 передачи у данного трактора. Видим работу, естественно, гидроусилитель для руля. Здесь все крутится одной рукой, без проблем. 761 моточас наработки, также, я думаю, видно. И рычаг включения непосредственно быстрого разворота и отключения переднего моста. Все находится здесь снизу. Тоже достаточно удобно, но, конечно, в других моделях Kubota есть и расположение по-другому. То есть здесь есть прямо под рукой. GL, тем не менее, у нас считается одной из самых, наверное, распространенных моделей трактора в России. Так точно, одной из самых любимых, потому что работает очень мягко, да и, в принципе, они, как тракторочки, достаточно свежие. Хочется заметить, что на валу отбора мощности у нас есть также задняя передача, я думаю, это видно. То есть 4 передачи можно включить у нас вперед, и одна будет вращаться у нас против часовой стрелки, по-моему, назад, что и обеспечит необходимое удобство при необходимости, например, что-то раскрутить. Видим, трактор без проблем отжимается, хоть ему еще и холодновато, но так это можно было проверить быстренько. Соответственно, здесь уже вопрос исчерпан по именно состоянию
гидронасоса никаких вопросов абсолютно. То есть он на полностью холостых просто взлетает, если упереться погрузчиком вниз. То же самое у нас здесь по гидронаклонам. Все функционирует. Самостоятельно при этом может выравниваться, естественно, в горизонт. Ну, здесь уже в зависимости от того, как вы хотите, как вы это поставите для трактора. Собственно, такой тракторец по работе. Выхлопная труба у нас находится слева в крыле. Вот она здесь, показываю я на нее. Видим, что при наборе оборотов до 2000 вообще никакого выхлопа не возникает. Соответственно, здесь опять же по двигателю все четко, все ровно. Ну и послушайте, как он работает. Работает ровно, без вопросов. 3 цилиндра, GL-ка всегда работает, в принципе, почти. Очень и очень приятно. Хочется заметить также, что мордочка у нас здесь в идеальном состоянии. У нас тут внезапно посреди весны выпал снег. Мордочка в идеальном состоянии, все четко. Это прям одно из тоже, скажем так, очень приятных дополнений к такому трактору. Собственно, напомню, что это Kubota GL19, хорошая мощность, полный привод, кун, фреза, все, что нужно для фермера. Поэтому приезжайте в компанию Progress Auto, будем рады этот трактор доставить в любую точку страны.